Это «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Конец зимы, начало весны – самое время подготовки к пожароопасному сезону. Каковы методы борьбы с лесными пожарами, какие появляются возможности совершенствования методов профилактики пожаров? Об этом мы сегодня поговорим с гостем студии Спартаком Ивановым, первым заместителем генерального директора учреждения Якутлесресурс Республики Саха. Спартак Иннокентьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, какие меры превентивные применяет Якутлесресурс на пожарах? Ну, у нас превентивные меры, конечно, много, да? Процедура тушения лесных пожаров, конечно, огромная, но тем не менее у нас новшества, ну, каждым годом как бы вводим превентивные мероприятия, да? Ну, на тушение лесных пожаров вот 2019 года мы закупились квадрокоптерами по всему филиалам. У нас 22 филиала. Они в тушении лесных пожаров, они очень помогают огромно. И в работе тушения именно очень помогает, да, сильно. И у нас по тушению лесных пожаров, конечно, есть мероприятия, которые раз заранее уже в данное время уже идет. Это противопожарные мероприятия. Это у нас противопожарные разрывы, это в лесном фоне делается. Минерализованные полосы вот летом будем делать, где есть угроза лесным массивам, населенным пунктам. Ну и летом, начало сезона, уже будем начинать проведение профилактических мероприятий про выжигание. У нас в этом году по госзаданию выделено 10 тысяч гектаров должны жить. И вот эти мероприятия, ну, по ходу, и в прошлом году тоже делали осенью. Каждым годом у нас увеличение объема идет. Объема в том смысле, в гектарах, в километрах, ППР, противопожарные разрывы, к примеру, тоже добавилось. Ну и, соответственно, вот эти санитарные рубки, это уже защитные мероприятия. В общем, круглогодично зимой, летом, весной постоянно работа проводится в лесу. Плюс еще минерализованные полосы. Конечно. А вот есть же такой термин, который называется окрауливание пожара. Каким методом? Ну, это после локализации пожара, да? Локализация пожара тоже мероприятие, конечно, разное бывает, от климатических условий и так далее. Но, тем не менее, после локализации у нас ведется окрауливание. Тоже очень важное мероприятие. До ликвидации мы обычно, от площади пожара зависит, от угрозы, от климатических условий, от ветра и так далее. Да? Тоже окрауливание очень важное мероприятие. Частую у нас вывалы деревьев идет, к примеру, да? От опорных полос, где остановили пожар. Вывалы деревьев и так далее. Вот это мы постоянно ходят. В основном, ребята, распиливание, и очистка и так далее. Вот это, чтобы вновь не возгорался лесной пожар. Поэтому в этой части тоже тщательно и проводятся работы. От руководителя тушения лесных пожаров, конечно, вот это тоже зависит, качество тушения лесных пожаров, до ликвидации имеется. Вы отметили уже, что с каждым годом у вас все-таки объем работ незначительно, но увеличивается. Может быть, какие-то еще изменения в работе появились по сравнению с прошлым годом? Изменения у нас с 2019 года уже есть. Вот противопожарные разрывы у нас раньше не было. Такие мероприятия. Практически и создание лесных дорог тоже вот 2019 года добавился. Ранее у нас таких мероприятий не было. Конечно, вот эти противопожарные разрывы уже мы сделали около 800 километров до этого года. В этом году тоже делаем 200
более 200 километров должны тоже делать. Поэтому, вернее, более 100 километров должны сделать. И, в общем, вот эти мероприятия, конечно, очень нужны для профилактики тушения лесных пожаров. Ну, вот эти разрывы, минерализованные полосы, летом они могут, при возникновении тушения лесных пожаров, они используются в качестве опорной полосы. И оттуда можно сжечь, или, может быть, он, если низкой интенсивности пожара, он может остановиться в этом опорном полосе и так далее. В принципе, такая работа, конечно, нужны, необходима. Какой район больше всего нуждается в таких работах? Все районы, буквально все районы. Потому что у нас территория очень огромная. 256 миллионов гектаров лесного фонда у нас. Поэтому, в общем, те мероприятия, которые у нас в данное время проводятся, практически в северных районах не делаем. Потому что там у нас сил и средств пока недостаточно. Ну, центральных, заречных и так далее. Ну, Вилюйские группы районов, южные районы у нас как бы есть, но там силы средства есть, техника имеется. Поэтому в этих районах пока проводим. Из северных районов у нас, ну, вот, Тампонском, Аймяконском, ну, там уже проводим работы вот эти. А проводите ли какие-нибудь работы с населением, вот, ну, профилактические меры, чтобы они не проводили, не устраивали костры в лесах, не проводили сельхозпалы несанкционированно? У нас, конечно, вот эти работы проводятся, безусловно, потому что, ну, каждый год мы выпускаем баннеры, развешиваем, тоже 564 баннера мы как бы изготавливаем, уже изготовили в этом году. Сейчас уже по всем районам уже раздаем. По нашим филиалам, по лесничествам, они уже будут развешивать весной. Ну, уже в апреле, мае уже будут вот эту работу вести. Да? И кроме этого, ну, статьи в газетах и так далее, вот это тоже у нас есть. По госзаданию тоже проводим ежемесячно, договариваемся со СМИ, да. Ну и шлагбаумы, вот эти вот предупредительные знаки, вот это все тоже проводим. Мероприятий, конечно, достаточно. А вот если я не ошибаюсь, вот в очень пожароопасные периоды 2021-2022 года даже были какие-то сроки, что не рекомендовано ходить в лес, воздержитесь от... Ну, это при ведении чрезвычайной ситуации, конечно, вот это вот ограничивается. Вот эти вот шлагбаумы уже закрываем, соответствующими указаниями и так далее. Въезд в лес запрещается и так далее, и так далее. Мы уже, ну, вот эта работа ведется вместе с лесничеством, мы проводим. Да. Спартак Иннокентьевич, вот у нас есть еще и национальный проект «Экологи». Да. В регионе действует программа сохранения лесов. Что уже в рамках этой программы было сделано, что только планируете сделать? Ну, с 2019 года мы по сохранению лесов делаем мероприятия, так называемое содействие естественного возобновления. Каждый год у нас дается план. Это, ну, мероприятия, которые тоже необходимо. Это вот горельника в основном делаем. Ну, это буквально сказать, ну, сохранение лесов проводим именно минерализацию почвы. Есть такое мероприятие, вот именно, чтобы семена деревьев, которые попадал в почву и начал там расти, ну, содействием, в общем. Сохранением подроста имеется, там мероприятий очень много, там разные, да. И у нас закупается техника лесопожарная, от бульдозерной техники до моторной лодки и так далее. Вот этот у нас с 2019 года у нас уже закуплено 134 единиц техники в рамках национального проекта «Экология». Конечно, вот это очень большая помощь для нас, лесопожарных формирований. В нашем учреждении именно 134 единиц техники уже закуплены. В этом году тоже планируется.
4 единиц техники. Лесопожарные, автоцистерна, вахтовки ну и грузовые. Закуп техники производится исходя из потребности. В Министерство экологии, да, закупает. Еще один вопрос. Вот прогнозами вы все-таки не занимаетесь, но вопрос стоит на контроле. Каковы в целом прогнозы пожароопасного сезона в этом году? Прогноз в этом году уже направили, разработанный ПБУ авиалесохраной вместе с Росгидрометом. Конечно, в этот сезон с июня до августа, конечно, класс пожарной опасности высокая будет, поэтому готовимся тщательно. Подготовка идет плотную. Подготовка техники, людей, обучаем и так далее. Вот эти все мероприятия уже, в следующем месяце, апреле, уже полностью закончим и будем готовы. Ну, самое главное, чтобы действительно готовность была молниеносная в случае малейшего возникновения риска. Конечно. Спартак Иннокентьевич, я благодарю вас за то, что пришли к нам сегодня. Спасибо вам за содержательную беседу. Очень хочется надеяться, что вот многие, кто сегодня это интервью посмотрит, сделают для себя необходимые выводы и будут еще бережнее относиться к природе. Спасибо. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.